И в завершении выпуска в Хангаласском районе обсудили траекторию развития Покровского колледжа сроком до 2020 года. Напомним, что в прошлом году колледж вошел в федеральную программу по сейсмоусилению, и в скором времени начнется возведение нового здания учебно-лабораторного комплекса на 220 мест. Ввод объекта ожидается в 2017 году. Подробности в материале Виолетты Засимовой. На обсуждении проекта программы развития Покровского колледжа на период 2016 по 2020 годы присутствовали представители Министерства профобразования, подготовки и расстановки кадров, Института управления при главе республики, улусной администрации, а также руководители производственных предприятий района. Директором колледжа Тимофеем Савиновым были озвучены основы, цели и задачи программы развития. Программа развития, она построена таким образом, что происходит перепрофилизация. Если здесь раньше готовили по специальностям, по профессиям гостиничный сервис, туризм, то, как сегодня выяснилось, вот потребности в этих кадрах, но она уже более-менее обеспечена. Вот это направление. И сегодня действительно нужно переориентироваться в сторону строительной отрасли и промышленности. Во время круглого стола поступило предложение о реконструкции здания бывшего Покровского гранильного завода под общежитие для приезжих студентов. В данное время колледж располагает приспособленным зданием под общежитие на 50 мест далеко за чертой города. Добраться до места учебы и обратно студентам бывает непросто. Администрация муниципального Хангаласа изыскать возможное улучшение инфраструктуры колледжа путем реконструкции здания гранильного завода в городе Покровске под общежитие для студентов. На сегодняшний день разговор ведется с Алмазанабара, акционерной компанией. Завершением муниципальным образованием Улуса было рекомендовано практиковать целевое контрактное обучение молодежи на слегов в колледже, а производственным предприятиям разработать и реализовать эффективные механизмы по созданию совместных с колледжем учебных площадок на своей базе. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский Улус.